Вторая книга из серии «След татар» под названием «Лицо казанской национальности». 33 персонажа. Выпуск 23. Фрагменты. Максима Горького привели в Казань татарские корни. Знаменитый пролетарский писатель Максим Горький, Пешков, Горький – это псевдоним, действительно имел татарские корни. В этом легко убедиться, раскрыв книжку профессора Альфреда Халикова «500 русских фамилий булгаро-татарского происхождения». Читаем. Пешковлар Тырки Мохит белән бәйләнештә торган. Пешковы происходили от Семена Пешека, имевшего в родословии выход в тюркскую среду. Муса Семенов, сын Пешека Сабурова, на рубеже 15-16 веков еще сохранял свое татарско-мусульманское имя. Если б не сторож Федоровского монастыря, татарина Мустафа Юнусова, в России так бы и не появился первый пролетарский писатель. Хотя, наверное, он все равно бы появился, но это был бы уже не Горький, а кто-то другой. Рука самоубивца дрогнула, и пуля, направленная в сердце, пробила левое легкое. Пешков едва не скончался от потери крови. Сторож Мустафа вовремя отвез его в земскую больницу. Потом здесь, на улице Карла Маркса, 17 в Казани, находился кардиологический центр, где юношу срочно прооперировали. Несчастная любовь. Самоубийца оставил 3 посмертные записки. Содержание 2 неизвестно, а в 3-й автор объяснил причину своего поступка. В своей смерти он обвинил немецкого поэта Гейне, выдумавшего зубную боль в сердце. Большой оригинал был этот Алексей Пешков. Казанская консистория приговорила предать самоубийцу приватному суду приходского священника с тем, чтобы он объяснил ему назначение земной жизни. Хотя рана была серьезной, Горький, как сам потом писал об этом, быстро выздоровел на долгую и упрямую жизнь. На этом Казанские университеты будущего писателя закончились. Отдышавшись в селе Красновидово, Алексей Пешков открыл новую страничку своей богатой биографии, отправившись в великое хождение по Руси. Но это уже отдельная тема.